Прохладная вода после обжигающего песка и палящего солнца. Что может быть лучше? Ждать официального открытия купального сезона сыктывкарцы не стали. Утро, разгар рабочей недели, а берег Сысол в местечке Кируль облюбовали десятки и даже сотни отдыхающих. Говорят, жаркая погода не отступает неделю. Нужно ловить момент. А когда он в сентябре будет открыт или к Новому году? Мы купаемся уже неделю с дочерью. Как водичка? Супер. Большинство отдыхает иначе. Активные игры, солнечные ванны и пикники. Купание для смельчаков. Температура воды пока всего около 16 градусов. Вода такая холодненькая пока. А так пока ребенок бегает. Вы не рискуете сейчас заходить? Нет. Почему? Холодно. Привыкать нужно. Но так-то холодно. Сразу не зайдешь. А так потихонечку. Массовый пляжный отдых заставил подтянуться спасателей. Они уже организовали дежурство на воде. Появились на пляже и кабинки для переодевания. Территорию постепенно обустраивают. Впрочем, главное еще впереди. К проверке речного дна и исследованию воды специалисты приступят примерно через неделю. Поведению на воде инспекторы ГИМС тем временем учат детей. Республика уже в 4-й раз присоединилась к всероссийской акции «Научись плавать». Правда, плавать здесь и так умеют. Теперь будут знать, как спасать и спасаться. Тебе кинули эту веревку. Что надо делать, знаешь? Что сделать? Нет. Ее надо надеть под мышки. Одеваем. После теоретической части инспекторы демонстрируют ребятам спасательные средства. Юные пловцы примеряют жилеты, а затем, разделившись на команды, вытаскивают из воды сверстников с помощью конца Александрова – специального плавучего троса. Ежегодно статистика, конечно, дает положительную динамику. То есть наша работа не проходит даром. Люди прислушиваются к нашим советам, и ежегодно гибель становится меньше. В сравнении с прошлым годом на данный период было уже 16 утонувших. В этом году 8 взрослых и 2 детей. Первые утонувшие были обнаружены еще в начале навигационного периода. В группе риска рыбаки и дети без присмотра взрослых. Своя группа риска и у погоды. Летний зной опасен для детей, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А вот тепловой или солнечный удар может получить кто угодно. В Сыктывкарскую 3-ю поликлинику с таким недугом уже обращались. Сегодня у меня был вызов к девушке, которая как раз-таки перенесла тепловой удар. Если уже произошел тепловой удар, значит обязательно, конечно, нужно отойти в тень, попасть как-то в прохладное место, в прохладное помещение, чтобы дальнейшего не было нагревания тела. Вот. Обязательно принять прохладный душ, обязательно лечь, прохладную простынь, прохладное полотенце на голову положить. Не стоит забывать о прохладительных напитках. В жару многие предпочитают пиво и зря, ведь, как и любой алкоголь, оно дает нагрузку на сердце и сосуды. А еще ускоряет обезвоживание, так что эффект в итоге обратный. А вот квас, пожалуй, лучшая альтернатива. Он содержит углекислоту и аминокислоты, а потому прекрасно утоляет жажду. О полезных свойствах горожане, похоже, знают. С самого утра у желтой бочки нескончаемая очередь. Очень сильный поток посетителей, покупателей. Квас уходит очень быстро, заканчивается полная бочка. Тары почти не остается. То есть люди охотно берут квас, покупают, спасаются от жары именно этим методом. Изнывать от жары, похоже, осталось недолго. Последняя неделя июня, как сообщают синоптики, будет контрастной. Уже в пятницу в Коми должна прийти привычная прохлада. Таисия Жакова, Павел Фетисов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.